древних времен. Игра сопровождает человека, является главным занятием детей и одним из важнейших элементов человеческого существования. В старину у Коми игрушки изготавливались из того, что оставалось от охотничьих трофеев или из того, что находилось в подворье. Игрушки были простыми. Интересно, что чем проще игрушка, тем развитее фантазия. Вот парень берет в руки палку, вот эта палка, она превращается то это копье, то это ружье, то это лошадь, вот что угодно. То вот, пожалуйста, такую игрушку вешали над колыбелью, из беличьих хвостов сделана. То есть вот первая игрушка. Вместо погремушек. Если вывешивалась над колыбелькой, она с одной стороны шуршала, там, шевелилась. Ребенок с интересом смотрел, значит, вглядывался. Зрение развивалось у него, реакции развивались какие-то, руками трогал, там, манипуляции какие-то делал. В общем, было весело. Но с другой стороны, вот это же колечко свернутое создавало защитный круг вокруг человека. И то же самое, допустим, с этими куколками. То есть можно взять просто куколку, чтобы поиграть, сделать для ребенка, да? Но иногда делали куклы для того, чтобы они были личными хранителями детей. Дети постарше, особенно девочки, разворачивали целое хозяйство. Утиные косточки, ключица и грудка – это всадник на лошади. А если добавить спинную кость птицы, то получается сани. Фигурку человека можно изготовить из утиного клюва, снятого вместе со шкуркой. Создавались игрушечные семьи и даже целые деревни. Такие игры готовили человека к взрослой жизни, развивали абстрактное мышление. Человек подобие Божье не потому, что он похож на Господа Бога внешними чертами, а именно потому, что Бог творец, и человек, он может творить, что-то вот новое создавать. Не то, что есть там уже в природе готовое, что-то сверх этого там придумывать. И жизнь свою облегчать, и немножко раскрашивать, ну, чтобы веселее было. Потому что человек, когда впадает в тоску, он потихоньку начинает помирать. То есть радость должна быть от жизни. Одна из самых популярных игр Коми – шег, происходит от понятия иж-шег. Переводится это как надкопытный сустав задней овечьей ноги. В России их называли бабками. Еще одно название такой косточки – альчик, позаимствовано у среднеазиатских народов. Шег предположительно зародился, когда древние Коми жили по соседству с индоиранскими племенами. Возможно, тогда они переняли опыт ведения домашнего хозяйства, а вместе с ним и игры с использованием косточек животных. В Коми за игрой в шег коротали длинные зимние вечера. Для бросания косточек требуется небольшое пространство на полу, на палатях или на печке. Подойдет любая ровная поверхность. Играли в шег от 2 до 6 человек. Чем больше игроков, тем интереснее. Кости бросали по очереди. Обычный набор состоял из 40 альчиков. У нас, я помню, в наборе было где-то больше 100 альчиков дома. Вот здесь 14 штук. Это, в принципе, достаточно уже, чтобы простенькую игру там проделать. Но интереса такого не будет, потому что быстро закончатся они. Алексей Рассыхаев, сотрудник Коми научного центра, популяризирует старинную игру, активно обучает детей и взрослых, проводит турниры по сводным правилам шег. У косточки есть 4 положения. Самое старшее, главное, это стол, ровная такая. Если повернуть ровно на 180 градусов, то противоположная сторона с небольшим углублением называется сак. Вторая по силе по положению. Третья пук, то есть положение вот такое выпуклое с холмом. И самая младшая позиция, если повернуть на 180 градусов, получается гадж, то есть навзничь. Так называется положение на верхней вычине во многих населенных пунктах. Но в других коми-традициях есть иные названия для этих положений. Когда бросают косточки первый раз, устанавливают очередность, то чем старшая позиция, значит, игрок первым начинает, у него больше шансов начать игру первым и выбить все косточки, тем самым победить в игре. Ведущий набирал шеги в горсть или в шапку и кидал. Игра начиналась. Щелкать можно только в те бабки, которые находятся в одинаковом положении. Пук в пук, гадж в гадж. Игрок, попавший в бабку и не задев другую, забирал кость себе.
и продолжал выбивать кости до тех пор, пока они не заканчивались, или игрок не совершал оплошность. Промахнулся или задел третью, передай ход другому. Существовали облегченные правила, существовали сложные правила. По сложным правилам вообще можно было щелкать только те, которые можешь, которые достаешь. Вот, задел. Немножко, значит, правила чуть-чуть упрощали. Несколько вот штучек где-то мешает вот в промежутке. Надо обязательно вот достать этим вот это щелкнуть. Заранее уговаривались там, можно ли подставлять руку, например, да? Вот. Ставили руку, щелкали. Вот. И попадали вот сюда, вот забирали. Как бы рикошетом было. По еще одному правилу, позволяющему справиться с патовой ситуацией, когда невозможно произвести прямой щелчок по нужному альчику, разрешалось бить с кулака. Игрок поднимал косточку, ставил строго на это место свой кулак и уже на него клал бабку и щелкал. Игра продолжалась до тех пор, пока два последних шега не выпадут в одно положение, и игрок не сделает последний точный щелчок. После игры участники подсчитывали, кто сколько получил бабок. В старину, когда овец держали в избытке и косточек было вдоволь, каждый игрок забирал себе выигранные альчики. Их даже раскрашивали в разные цвета, чтобы знать, чьи они были изначально. Но позже овец стали держать меньше, и косточки стали в дефиците. Если раньше выбитые косточки уже забирали себе, то потом стали играть просто на щелчки, чтобы проигравшего игрока наказать. Щелчок как наказание. Договаривались, или щелбаны раздает тот, который выиграл только, или щелбаны раздают все. У кого хоть чуть больше, то есть последнему достается больше всех. Второе условие было жестче, конечно. Потому что, допустим, если первого 20, у второго там 15, у третьего 5, первый, значит, 15 раз щелкал, последнего, ну, у второго там по разнице 5 раз, допустим. Потом второй щелкал ту разницу, которая оставалась между ними, самым неудачливым игроком. Игра в шег была настолько популярна, что эти маленькие косточки применялись в качестве денежных единиц у детей и подростков. Одним словом, бабки, они и есть бабки. Ими расплачивались. Альчики были в прямом смысле слова твердой валютой. До революции на рубеже 19 и 20 веков на самые простые полевые работы, такие как вывоз навоза на поля, нанимали мальчиков от 8 лет, а старших отправляли на более сложные задания. И расплачивались, допустим, с ребенком, если целый день работал, допустим, договаривались выплатить 3 копейки там, или 5 копеек там, за день. Ну, тогда еще что-то можно было купить, там какие-то сладости, еще что-то. Да и вообще отложить до хороших времен, ну, накопить на что-нибудь, на гармошку к молодости, когда вот гулять начнешь. И вот пара вот таких вот бабок, она стоила полкопейки. И, то есть 4 штуки, это уже целая копейка, в принципе, довольно приличные деньги. Потому что на копейку можно было купить там фунт каких-нибудь сладостей, там пряники, конфеты. Несмотря на популярность шега, взрослым в него можно было играть только в определенное время в году. Недаром в коми-фольклоре есть поговорка, где безделье приравнивается игре в шег. Взрослым настоятельно рекомендовалось играть только в святочный период, от Рождества и до Крещения. Считали, что если в это время играть в косточки, то в хозяйстве прибавится скотина. Во время постов не очень рекомендовалось играть. И весной еще выгоняли овец на свободный выпас. Вот, тогда было несколько дней, когда играть категорически запрещалось. Вот овец выпускаешь, и это, раскинул, они разбредаются. Да? То есть считалось, что по аналогии, значит, с этими бабками, с альчиками, овцы тоже будут разбегаться, убегать. В шег не только играли. Небольшие косточки использовали при гаданиях. Гадали и юные девы, и опытные охотники. Девушки, которые хотели узнать, выйдут ли они в этом году замуж, собирались вместе, и каждая выкладывала свой альчик на пол. В дом впускали собаку. Чью косточку собака схватит,
та девушка в нынешнем году и выйдет замуж. А если пес откажется от всех бабок, то всем девкам еще год оставаться незамужними. Что такое гадание? Гадание – это тот же самый выбор, только выбирает не человек, а случай, что ли. Но человек, он устроен так, что он не может правильный вариант выбрать из двух. То есть он будет думать, чесать репу, голову, задумываться так. Вот давай-ка я сделаю вот так вот. И тут же у него возникает сомнение. И вот в этих случаях как раз вот эта монетка, орел, решка идет. И вот это вот, допустим. Бросают просто. Каким положением падает. Простейший предмет, но он дает возможность выбрать. При этом с себя снимаешь ответственность. Вот. Если что, сказал, не я неправильно выбрал. Вот так выпало, значит, вот так и поступили. На шегах гадали и на любовь. Если две кости выпадали в одном положении, значит можно было рассчитывать на взаимность. Считалось, что шеги могут ответить на вопрос о супружеской верности. Охотники, промысловики, они очень долго бродили по лесам, месяца по 2, по 3, по 4. И иногда гадали, допустим, на верность жены. Вот изменила жена, пока его не было, или нет. Допустим, кидали. Вот. Если вот этой стороной, все нормально. Значит, все в порядке абсолютно. Вот этой стороной, значит, какие-то соблазны были, но не поддалась. Вот этой стороной были соблазны, и она почти уже была поддалась, допустим, да? Вот если этой стороны, тут сомнений никаких, тут все. Да. Кверху спиной лежит бабка, альчик. Значит, все, значит, изменила жена. И бывали случаи даже, что промысловик возвращался, ни слова не говоря, ничего не объясняя, бил жену, наводил порядок, в общем. Игры, связанные с косточками, являются самыми архаичными. В кости играли и в Древнем Египте, и в Древней Греции. Упоминаются они и в мифах. Если вспомнить китайскую мифологию, то там косточками, не только овечьими косточками, вообще косточками играют боги. И после каждого броска меняется климат на земле. Скажем, бросили косточку на одну сторону, наступает весна. Через какое-то время боги бросают следующую косточку, косточка падает на следующую сторону, наступает следующий сезон. Косточками играть надо было играть осторожно, потому что от этого могло зависеть и жизнь всего социума. Сегодня о шеге почти забыли. Он, как и другие настольные игры, борьбу компьютеру проиграл. Но почему-то иногда, особенно грустными вечерами, хочется, как встарь, затеплить свечу и бросить кости, хотя бы на удачу.